Теперь продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют на сегодня. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке в 66 рублей 44 копейки, евро в 73 рубля и 93 копейки. Самую выгодную покупку и продажу американской валюты предлагает СКБ банк. Покупает за 65,81, а продает за 66,39. Не все так однозначно сегодня с евро. Покупка выгоднее всего в Россельхозбанке за 73 рубля и 55 копеек, а продает Банк Восточный за 74 рубля и 17 копеек. Двигаемся далее. Голосование за изменения в Конституцию запланировано на 22 апреля. День выпадает на среду, но он будет оплачиваемым нерабочим днем. Общенародное голосование будет проходить на избирательных участках. Их число в Якутии составляет более 800. Особенность проведения масштабного мероприятия заключается в том, что это не выборы и не референдум, а народное голосование, за ходом которого в нашем регионе будут следить 5000 общественных наблюдателей. Их назначает Общественная палата. Напомню, что в адрес Комитета Госдумы поступило порядка 900 поправок. Внимание россиян привлекают такие инициативы, как гарантия медицинской доступности, социальная обеспеченность детей, защита прав трудящихся, тезис территориальной целостности страны. Голосование будет проводиться не в формате и не выборов, и не референдума. Это вообще уникальная общественная политическая акция, которая будет проводиться впервые в нашей стране. И, как отметила Элла Памфилова, цель этой акции заключается в том, чтобы граждане страны сами решили этот вопрос, внести поправку в Конституцию или нет. Поэтому после рассмотрения данного вопроса Государственной Думой окончательное слово останется за народом. Валентина Матвиенко выступила за принятие программы поддержки работников культуры и спорта в селах. Поддержка сельских учителей организована по аналогии с земским доктором. Спикер также считает, что можно подумать и о принятии программы «Земский социальный работник». По словам спикера Совфеда, стратегической задачей для России является привлечение кадров в социальную сферу села. Этому, в частности, будет способствовать переход на единую структуру оплаты труда медицинских работников, а также внедрение единого перечня стимулирующих и компенсационных выплат, своеобразного стандарта благополучия для медиков, подчеркнула Матвиенко. Рынок онлайн-образования в России составил 45-50 миллиардов рублей в 2019 году. Сегмент растет на 20-25% в год, и это уже в этом году может достичь 60 миллиардов рублей. Так считают эксперты. Но более подробно узнаем у Нюргуяны Ивановой. Нюргуяна, из чего состоит этот рынок? Василий, я приветствую. Половину всего российского рынка онлайн-образования занимает дополнительное образование для взрослых, включая иностранные языки. Это 22-25 миллиардов рублей. Однако эксперты считают, что хоть рынок и считается потенциальным, но все еще не сформировался в самостоятельную отрасль и находится на начальной стадии. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 3 года для реализации мер и послания президента Российской Федерации. Законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета в этом году на 214 миллиардов рублей, в следующем году на 645 миллиардов и в 2022 году на 755 миллиардов рублей. Расходы федерального бюджета в течение этого трехлетнего периода совокупно составят 4 триллиона 570 миллиардов рублей. Эти средства, в частности, необходимы на выплату детских пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, на расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличение на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей. Кроме того, средства пойдут на организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов и модернизацию первичного здравоохранения.
Цены на продукты в большинстве регионов Дальневосточного федерального округа уже стабилизировались, однако завышение еще наблюдается в Магаданской области и Камчатском крае. Ранее стоимость продовольствия выросла из-за вынужденной замены поставщиков из Китая и изменения логистики доставки продуктов. Федеральная антимонопольная служба начала работу по урегулированию ситуации на продовольственных рынках еще в начале февраля. Ко 2 марта ситуация стабилизировалась в Сахалинской области, Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Республике Саха-Якутия и Чукотском автономном округе. Госкорпорация Web.рф совместно с Минфином Российской Федерации внедряет социальные облигации как новый инструмент для привлечения частных инвестиций в социальное предпринимательство. С помощью так называемых Social Impact Bonds или проектов социального воздействия на ранних стадиях привлекают частные инвестиции для того, чтобы отработать новую технологию, методологию в социальной сфере. Такие проекты должны помочь регионам перейти на новую схему оплаты социальных проектов. Их бюджет пойдет на покупку уже измеримых результатов или эффекта от социальных проектов. Отметим, что первый подобный проект был запущен в Якутии, где этот инструмент направлен на улучшение качества образования. Проект реализуется на деньги инвестора, полученные в качестве гранта в форме субсидий на 60 миллионов рублей. Через 3 года, если заявленный результат будет достигнут, правительство республики компенсирует эти средства. Сейчас Web.рф активно прорабатывает еще 5 подобных проектов с другими регионами. На Айхальском ГОКе начали внедрять инструменты производственной системы бережливого производства. Система 5С помогает правильно организовывать рабочее место, держать его в чистоте, сохранять стандартизированные условия и поддерживать дисциплину. Как сообщили в Алроса, запуск проекта на участках номер 3 и номер 7 уже дал вполне ощутимые результаты. Стало проще соблюдать чистоту, повысилась эргономика рабочего пространства. Значительно улучшились условия труда, в том числе за счет укрепления производственной безопасности. Новый подход также позволил существенно сократить скрытые потери в виде нерациональных передвижений, лишней транспортировки и демотивации персонала, а также улучшить морально-психологический климат в коллективе. В данное время компания рассматривает возможность распространения опыта на другие участки и цеха комбината. Материально-техническую базу природного парка «Ленские столбы» обновят за 44 миллиона рублей. Уже закуплено 19 единиц спецтехники, начиная от буранов, заканчивая лодочными моторами. До 2023 года докупят технику и оснастят ею каждого сотрудника оперативного отдела инспекции парка. Изыскательские работы начались на месте строительства моста через реку Вилюй. На месте проведут геодезическую съемку, возьмут пробы почвы и воды. Отметим, длина мостового перехода через реку Вилюй составит 1 километр 700 метров, длина подходов к нему 20 километров. Начало строительства планируется в 2021 году. Ввод моста в эксплуатацию обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутском и Нюрбой. А вот в Нижнем Бестяхе появится Центр культурного развития. Начало строительства объекта запланировано на 2021 год. Его построят в рамках реализации нацпроекта «Культура». В данное время в Москве идет разработка проекта, а проектно-сметная документация будет завершена уже в этом году. Центр «Снежинка» будет включать специализированные классы, в том числе танцевально-гимнастические, музейно-выставочное пространство, многофункциональный зрительный зал на 200 мест с аппаратной, складом для костюмов, гримерными, реквизиторским помещением. В центре также разместится кафе-буфет на 50 мест. Строительство центра завершится в 2022 году, и из федерального бюджета на объект направлено более 147,5 миллионов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Василий, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Нюргена, спасибо за обзор. Ну а мы двигаемся далее. На борьбу с бедностью в Якутии в этом году направят 22 миллиарда 300 миллионов рублей. Показатели уровня бедности намерены сократить с нынешних 18,2% до 16,1%. О причинах и особенностях этого явления в Якутии и планах по повышению реальных доходов населения расскажет моя коллега Полина Долинская. Добрый день!
Из послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения народа России. Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему – это низкие доходы значительной части наших граждан. Основные причины бедности специалисты называют недостаточные темпы роста денежных доходов населения, объективно высокую стоимость жилья, а также высокий уровень безработицы и коэффициент семейности. Обследование доходов населения, оно показало и подтвердило наши предварительные данные о том, что да, доходы населения в Якутии, они выше, чем доходы населения в среднем по России. Но при том, что и наш прожиточный минимум, он также значительно выше, чем прожиточный минимум по Российской Федерации, то соотношение дохода и прожиточного минимума по Якутии, оно ниже, чем в целом по России и ниже, чем вот в отдельных регионах Дальнего Востока. С 2011 года Росстатом начали проводиться комплексные наблюдения условий жизни населения. С 2014 выборочные наблюдения доходов населения и участия в социальных программах. Полученные массивы данных позволили подойти к реализации многомерного исследования бедности органами государственной статистики. В этом году выборочными обследованиями было охвачено 300 тысяч домохозяйств в республике. Доход на члена домашнего хозяйства в семьях с, скажем, 3 и более детьми, он значительно ниже, чем в семьях, которые, скажем, состоят только из работающих пенсионеров. Даже при том, что родители вот в этой многодетной семье, они могут быть и работающими, но их заработная плата не позволяет получить более высокий доход, соответствующий доход на члена своего домашнего хозяйства. В категорию бедных в Якутии входит многодетный сельский житель, работающий в бюджетной сфере или занимающийся сельским хозяйством. Ежемесячный доход его семьи в среднем составляет 45 тысяч рублей. Наибольшее число семей с низким доходом проживают в арктических улусах, где 24,3% населения состоит в реестре особо нуждающихся. Наиболее низкие заработки отмечаются в сельских и арктических поселениях, высокие в промышленных районах. Дифференциация в уровне оплаты труда в регионе объясняется различной рентабельностью отраслей производства. Оценки показывают, что в основном, конечно, бедность у нас локализована именно в сельской местности и ввиду относительно более низких доходов населения, и ввиду недоступности некоторых социальных услуг, ввиду транспортной изолированности, недоступности интернета, ну и прочих таких важных для современного человека вещей. Еще одна, но, пожалуй, положительная особенность жителей Якутии в том, что, несмотря на высокие значения немонетарных оценок бедности, около 90% респондентов или довольны своей жизнью, или считают ее текущий уровень в целом приемлемым. Однако власти этим не успокаиваются, считая, что именно эта социальная группа должна стать приоритетной при выработке мер по борьбе с бедностью. На борьбу с бедностью правительство Якутии до 2024 года планирует направить 137 миллиардов рублей, из них 22,3 миллиарда в этом году. Мера, по мнению региональных властей, позволит сократить за 4 года число бедных в республике вдвое. Кроме оказания адресной финансовой помощи многодетным семьям, правительство продолжит реализацию проектов «Местные кадры в промышленность», «Занятость на селе», а также планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики и 20 тысяч в промышленных предприятиях. Решить проблему бедности смогут субсидии многодетным семьям на строительство собственного жилья, помощь в получении высшего образования детей, северный проезд 1 раз в 2 года, материнский капитал. Как считают эксперты, в регионе назрела необходимость пересмотра потребительской корзины, и изменения будут учтены при формировании главного финансового документа Якутии на 2021 год. На этом у меня все. Передаю тебе слово.
Полина, спасибо. А мы переходим к чрезвычайным происшествиям. Жильцы деревянного дома по улице Рихарда Зорга в Якутске боятся обрушения дома. В прошлом году фонд капитального ремонта Якутии организовал работы по укреплению фундамента, но из-за постоянной течи канализации под домом образовалась огромная наледь. Лед начал таять, и всю укрепительную конструкцию просто выдавило наружу. Почему дом до сих пор не признан аварийным и кто должен нести ответственность за безопасность двухэтажки, узнаем у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Она сейчас на прямой связи со студией. Ульяна, здравствуй. Что говорят ведомства и что говорят сами жители? Василий, добрый день. Мы сейчас находимся на Грейсе, улица Рихарда Зорги, и дом вот это 1976 года постройки. Несмотря на то, что снаружи как бы красивая обшивка, но на самом деле здесь внутри очень большие проблемы. Люди начали бить тревогу еще в феврале этого года, когда почувствовали здесь зловонный запах канализации. Они куда только не обращались и в управляющую компанию «Столичная», которая непосредственно обслуживает этот дом, но по словам жителей здесь никаких мер предпринято не было. И только после того, как узнали, что наша съемочная бригада сюда собирается, здесь уже начались работы. Как вы видите, лед вынесли. А проблема в том, что здесь с февраля этого года подтекала канализация, и, конечно же, под домом здесь образовалась очень большая наледь. С 2015 года здесь работал фонд капитального ремонта, который не только сделали здесь заваленки, но и укрепили под домом здесь балки деревянные, установили дополнительно еще и клети. Ну и люди, конечно же, боятся, что когда лед весь этот начнет таять, клети, которые уже выдавило льдом, могут вообще обрушиться. Ну и дом, конечно же, сложится как карточный домик. Ну и сейчас рядом со мной здесь вышли жильцы этого дома и Светлана, которая здесь живет в этом доме. Да? Светлана, расскажите, в чем все-таки ваша проблема? Здравствуйте, Ульяна. Так как неоднократно поступали заявки с нашего дома, Рассказывайте. никаких мер не предпринималось. С 26 числа февраля начался запах КНС в квартирах. Звонили. Никаких работ не проводилось, так как узнали, что будут репортеры, и только со вчерашнего или позавчерашнего дня начались работы. А проблема все-таки в чем? Здесь вот эта вот наледь, она как? Дом вводит, да, из-за этой наледи или как? Конечно, вводит. Если заглянуть под дом, там видно, что лед выдавил вот эти все опоры балки, они прям лежат на льду. А в доме, в квартирах есть какие-то проблемы? Конечно, по стенам сразу видно, что трещины пошли, и линолеум отошел. В некоторых частях даже видно, что наклон идет. Спасибо большое. Ну, а я скажу, что управляющая компания здесь с утра уже побывала. Мы осмотрели весь дом. Действительно, есть проблема, и они, конечно же, тоже признаются. Сейчас фонд капремонта обещал созвать комиссию в ближайшие дни и обязательно осмотреть дом. И, конечно же, надо что-то решать и с этими опорными балками, и с наледью, которая здесь образовалась. Ну и управляющая компания, специалисты, вот что они нам рассказали. Канализация при заявке жителей по данному адресу, течь канализации, наши выехали, ребята сантехники вместе с мастером управляющей компании. При осмотре и актировании этого всего канализация, там было механическое вмешательство. То есть канализация потекла, сразу устранили, но течь под дом, вот сейчас в данный момент уже 3 дня мы течь убираем. То есть мы реагируем сразу же по одной заявке жителей. Течь когда она была? Течь была 2 недели назад. То есть не было такого, что всю зиму здесь? Нет, такого нет. Если бы всю зиму было бы, по крайней мере, любой инженер вам скажет, если бы была бы течь всю зиму, тут бы наледь была вот до сюда, точно бы вытекло бы все. Потому что потребление дома очень большая кубаша. А вот сколько всего наледи? Это вот все, что это есть, или там еще подумаешь, что есть? Нет, она получается, там высотная отметка у них, и наледь сюда медленно уходит, ну ниже, и вот сюда до края, где-то до половины дома она наледь.
Мы осмотрели и квартиры. Действительно, проблемы есть и в квартирах. Где-то повело стены, обои разрываются, и обшивка тоже вся страдает. Ну и, конечно же, запах канализации. Мы вот здесь стоим и, конечно же, его чувствуем. Сейчас главная задача жителей собраться самим, созвать какую-то комиссию, все это обследовать. И, конечно же, их мечта обязательно попасть по третью программу переселения из аварийного жилья, которая, напомню, начнется только после 2025 года. Ну а доживут ли они до этого срока, как говорится, покажет время. Мы, конечно же, обязательно будем следить за судьбой этого дома, за судьбой жильцов. У меня на этом все. Коллеги, передаю вам слово. Ульяна, благодарим за информацию. Также стало известно, что за прошедшую неделю в травмпункт Якутска обратилось более 600 человек. Рост сезонный, всему виной гололед. О том, как уберечь себя от травм, в нашем следующем материале. Гололед во дворах сегодня представляет реальную опасность. Так, например, Надежда Георгиевна приехала в отпуск из Тикси. Месяц назад по пути из магазина она неудачно упала и сломала руку. Случай произошел прямо возле дома. Сама женщина считает, что избежать этого было нельзя. Когда я с магазина упали, резко упала. Да, перелом руки я. Надо быть осторожным, кажется. С наступлением весны вместе со столбиком термометра повышается и риск травматизма. Поскользнулся, упал, очнулся, гипс. Такие истории сегодня не единичны. Гололедица – характерное явление для этого времени года. Ежедневно в травмцентр обращаются более сотни горожан. Сами врачи говорят, к такому ажиотажу в конце зимы и ранее весной готовы. Каждый год одно и то же. В данное время именно из-за гололеда людей не так много. В основном идут травмы, полученные на горке, на катке, сноубордисты в основном получают травмы, поэтому сейчас идет именно молодые люди идут на прием. Ушиб и переломы, они вместе увеличиваются в количестве, но в основном варьируют переломы в сезоны. То есть весной и осенью. По словам специалистов, двигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны, корпус чуть наклонен вперед. Под снегом может быть лед, поэтому осторожно наступайте на места, где лежит недавно выпавший снег. На окраинах города там еще похуже, поскольку там дорога неровная. Я еще не оценила, я в основном с автобуса на автобус бегаю. Но я знаю, что это проблема, потому что как только появляется нормальный слой, приходит дорожный рабочий, которому, видимо, нужно заработать зарплату, и начинает отдирать, и мы все падаем на плитки. Было, да, гололедик был, когда вот потепление было. А так нормально, ходим, не падаем, ничего. Гололедом, ну, реагенты, наверное, как в Москве сыпать. По словам специалистов, в городе пока не так скользко. Пока песком обрабатывают только улицы. Тротуары должны обсыпать сотрудники управляющих компаний. Но на коммунальщиков надейся, сам не плашай. Очевидно, пешеходам и самим стоит быть аккуратнее, как бы банально не звучало, смотреть под ноги. Акти Жумали, Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Григорий Николаев, Якутск. А в Мирном 15-летний подросток обокрал родителей своей подруги. Пока взрослых не было дома, девушка пригласила молодого человека в гости. Внимание подростка привлек стоявший в комнате сейф. Узнав, что девушка знает, где лежат ключи, парень предложил посмотреть, что внутри. Просто из любопытства. Подробности узнаем в обзоре моего коллеги Александра Хавренко. Александр, чем же все же обернулось любопытство подростков? Любопытство обернулось уголовным делом по статье «Кража». Увидев, что в сейфе лежат деньги, молодой человек дождался, когда девушка выйдет из комнаты, и вытащил из пачки несколько денежных купюр. Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. В дежурную часть Мирнинской полиции с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что из сейфа пропали 18 тысяч рублей. Личность подозреваемого была установлена быстро. Им оказался 15-летний друг дочери заявительницы. В день происшествия, когда дома не было взрослых, дочь потерпевшей пригласила в гости своего друга. Молодой человек заметил в доме сейф и из любопытства предложил подруге взглянуть на его содержимое. Согласившись, девочка достала ключи и открыла сейф. Увидев, что там хранятся денежные средства, у парня возник преступный умысел. Воспользовавшись тем, что девочка ушла в другую комнату, он незаметно вытащил из пачки денег 18 тысяч рублей и спрятал их в карманах. Похищенные денежные средства позже он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Алданские полицейские выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции в одном из магазинов города. Установлено, что 48-летняя продавщица, находясь на рабочем месте, осуществила продажу бутылки пива несовершеннолетнему. В отношении правонарушителя составлен административный протокол. В ходе осмотра торгового помещения полицейские обнаружили и изъяли 8 бутылок водки с признаками подделки, без сопроводительных документов и соответствующих акцизных марок на упаковках. В отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено административное производство. Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Сотрудниками Республиканского управления ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий получена информация о том, что выходец из Армении планирует вывести из Якутии золото с целью дальнейшей продажи. 27 февраля 2020 года в Нерюнгри в результате осмотра автомобиля указанного лица было обнаружено и изъято природное рассыпное шлиховое золото общим весом более 3 килограммов. Стоимость изъятого драгоценного металла по котировке Центрального банка составила около 11 миллионов рублей. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами», а ровно незаконное хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов, совершенные в крупном размере. Драгметалл будет обращен в доход государства. Прокуратура Ленского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления оставления в опасности. В суде установлено, что в ноябре 2019 года подсудимая отправилась в гости для распития спиртного, а малолетних детей в возрасте от года до 4 лет оставила без присмотра, а также без достаточных запасов еды и воды, со свободным доступом к электроплите и к незакрепленному металлическому масляному нагревателю, заперев их снаружи на врезной замок. Наступление тяжких последствий предотвращено местным жителем, который обнаружил оставленных матерью детей. В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, раскаялась в содеянном. Суд, рассмотрев уголовное дело с учетом позиции гособвинения, назначил женщине наказание в виде штрафа. 3 марта в 22:46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в частной пекарне в селе Кытылджура Хангаласского района. Через 10 минут на место пожара прибыла добровольная пожарная бригада и почти все мужчины, проживающие в селе. Пожар пытались потушить собственными силами, но из-за позднего обращения и сложности материалов, из которых построена пекарня, спасти ее от огня не удалось. Но огнеборцы защитили от огня ближайшие строения, а также им удалось спасти остатки муки. Село Кытылджура является отдаленным и труднодоступным населенным пунктом. Сгоревшая пекарня обеспечивала хлебом как само село, так и ближайшие населенные пункты. Причина пожара и ущерб устанавливаются. В Алекминске за убийство осужден 32-летний местный житель. В суде установлено, что подсудимый в конце октября 2019 года, находясь в дневное время суток в состоянии алкогольного опьянения в квартире многоквартирного дома в поселке Нефтебаза города Алекминска, в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес ножом 14 ударов по различным частям тела своей гражданской супруги. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию. Держи нас в курсе. Ну а мы переходим к событиям, которые произошли за пределами страны. Мировые новости далее в эфире. Житель Огайо на протяжении 25 лет незаконно держал в подвале своего дома аллигатора. На минувшей неделе рептилию обнаружили специалисты. Артем Сторонов готов рассказать об истории спасения. Американская полиция совместно с Министерством сельского хозяйства США на минувшей неделе освободила аллигатора, прожившего 25 лет в подвале частного дома в городе Гровпорт, штат Огайо. Рептилию случайно обнаружили врачи, прибывшие на вызов к одному из жильцов. Они уведомили об этом власти. Выяснилось, что у владельцев дома нет разрешения на содержание экзотических животных. Прибывшие на место специалисты отловили аллигатора, осторожно поместили его в специальный ящик и отвезли к ветеринарам. Медики осмотрели рептилию и установили, что она совершенно здорова. Теперь аллигатора отправят в город Миртл-Бич, штат Южная Каролина. Там он начнет новую жизнь в питомнике для крокодилов, где его ожидают гораздо более подходящие условия.
Группа ученых из Венгрии и Швеции выяснили, что мокрый и холодный кончик носа собак может воспринимать тепловое излучение. Ранее такие способности были найдены лишь у одного вида млекопитающих. Собачий нос оказывается неспроста почти всегда мокрый и холодный. Ученые из Венгрии и Швеции установили, что этот орган может воспринимать даже слабое инфракрасное излучение. До сих пор такие способности, помимо змей и жуков, были обнаружены лишь у одного вида млекопитающих – кровососущих летучих мышей, обыкновенных вампиров. Внимание исследователей привлек гладкий кожистый кончик носа собак, который называется ринарий. У представителей отряда хищные он значительно холоднее, чем у других млекопитающих. Ученые вспомнили о том, что гремучие змеи охлаждают свой чувствительный к инфракрасному излучению орган, и решили проверить, не делают ли собаки то же самое. Здесь мы пытаемся научить собак выбирать более теплый из двух объектов, одинаковых по внешнему виду и запаху. Исследования состояли из нескольких частей. Сначала собакам предлагали два идентичных предмета, один из которых был на 12 градусов теплее другого, и под ним было спрятано лакомство. Животные быстро научились безошибочно определять, где оно лежит. Затем собак исследовали при помощи томографа. Им показывали две пластины, одна была комнатной температуры, а вторая более высокой. Оказалось, что в соматосенсорной коре левого полушария мозга есть небольшой участок, специфически активирующийся при предъявлении теплого стимула. Собаки способны ощущать тепловое излучение от нагретых объектов, или, скажем так, слабую тепловую радиацию, и адаптировать свое поведение в соответствии с этим. Открытие ученых позволяет предположить, что такими способностями обладают и другие представители отряда хищников. Это умение, в частности, помогает им обнаруживать потенциальную добычу. А жители Сомали, страдающие от депрессии и психических расстройств, обращаются за помощью к гиенам. Дело в том, что, согласно народным поверьям, они могут изгонять из больных злых духов или даже джиннов. Житель столицы Сомали Мохаммед Якуб заходит в небольшую душную хижину, чтобы оказаться лицом к лицу с сидящей в тесной клетке пятнистой гиеной по кличке Али. Он надеется, что зверь поможет ему излечиться от депрессии. Согласно сомалийским народным поверьям, этот недуг, наряду с другими психическими расстройствами, вызывают злые духи или джинны, вселившиеся в человека, а гиены этих духов успешно изгоняют. Владелец животного Аден Игааль предпочитает не появляться перед камерой. 6 лет назад его сестра тяжело заболела, и ни один доктор не мог ее излечить. Однако после посещения гиены она внезапно пошла на поправку. После этого Игааль решил завести собственного зверя, рассказывает его помощник Абдикани Ибрагим. Мы купили детеныша 4 года назад, и за это время помогли сотням людей, в которых вселился джин. Гиена их вылечила, и мы надеемся, что они и по сей день в добром здравии. За один сеанс у доктора гиены придется заплатить $10, что намного меньше стоимости полноценной психиатрической помощи. Брат Мохаммеда, Абди, надеется, что животное сможет им помочь. Мой брат сошел с ума после того, как отец приказал ему развестись с его женой и жениться на другой женщине. Супруга ушла от него, и с тех пор он стал плакать каждый раз, как видел ее, и у него начались сильные головные боли. Правда, на этот раз, похоже, животное не учуяло никаких злых духов. Мохаммеду разрешили отправиться домой, посоветовав посетить доктора гиену еще 3 раза, чтобы сомнений в этом не осталось. Никаких научных обоснований эффективности такого лечения не существует. Но жители Сомали, где на всю страну есть всего 3 профессиональных психиатра, говорят, что выбора у них особого нет. В одном из штатов Индии нашли поселение возрастом в 4000 лет. Какие строения сохранились до наших лет и удалось ли разгадать историю мертвого поселка? Узнаем у Никиты Конева. Индийские археологи рассказали о новом открытии. На севере страны, в штате Уттар-Прадеш, обнаружили поселение, появившееся 4000 лет назад. На территории найдено несколько храмов. Они как раз и были построены за 2000 лет до Рождества Христова, и кирпичные стены, относящиеся к более позднему времени.
Хотя, по словам главы экспедиции, сейчас в руки ученых попадают предметы, относящиеся к эпохе государства гуптов, 4-7 века нашей эры. Этот период считается своего рода золотым веком в истории Индии. Тогда зародилась национальная литература, изобразительное искусство, архитектура и философия. Деревня, где проходят раскопки, в наши дни почти не заселена, но сейчас специалисты полагают, что в древности именно здесь мог быть центр духовной столицы Индии – Варанаси. Нашли поселение местные жители, как это часто бывает, случайно. Я копал, здесь стройка шла, и увидел фигурки символа Шивы и Нанди. Так что мы сообщили археологам, и начались раскопки. Подобные открытия были сделаны и в соседних регионах. Возвращаемся к новостям нашего региона. Фотографию, сделанную блогером Константином Челобовым во время экспедиции «Покорители холода» в Якутии, признали лучшим кадром, снятым на ночной режим камер новых моделей iPhone. Один из членов жюри, старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Филипп Шиллер, отметил, что фото могло бы стать, цитата, «открывающим кадром для шпионского фильма о холодной войне». Фотография ставит перед нами интригующие вопросы. Где водитель? Куда они идут, зачем здесь останавливаются. Также холодный туман пронизывает синий склон холма и заснеженную землю, обрамляя одинокое транспортное средство ярко-красными огнями, которые намекают на неизвестную опасность, заявил эксперт. В Якутске проходит 4-й городской конкурс ледовых и снежных скульптур «Мы – дети Севера». Торжественное открытие конкурса состоялось вчера, а сегодня уже второй день участники соревнуются в мастерстве создания ледовых скульптур. Сейчас на месте проведения в ледовом парке «Северное сияние» находится наш корреспондент Юрий Осипов. Юрий, ты в эфире, и тебе слово. Здравствуй, Василий. Работа здесь, что называется, кипит. Участники начали создавать свои ледовые скульптуры еще вчера, и сегодня они должны их закончить. Но уже можно увидеть очертания будущих творений. В этом конкурсе принимает участие 18 команд из Якутска, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Татинского улусов. Кроме этого, в каждую команду входит по 2 участника. Кроме этого, каждую команду представляет руководитель, то есть мастер по резке льда. Прежде чем приступить к созданию скульптуры, создается его эскиз. Выглядит он примерно вот так. Давайте посмотрим. После этого руководитель, то есть наставник команды, приступает к грубой обработке глыбы льда, то есть он отсекает все лишнее. И только после этого участники приступают к тонкой части работы, то есть к финишной работе. Вот, давайте посмотрим. Сейчас они обрабатывают элементы будущей скульптуры. Один из руководителей команды поделился с нами своими секретами. Он использует вот такую алюминиевую плиту для склеивания элементов ледовой скульптуры. Хранится она постоянно в тепле, в воде, к которой подключен кипятильник. Давайте послушаем, что нам сказал наставник команды Егор Степанов. Ну, нынче мои команды, вот дети представляют нашу школу, они учащиеся 4 класса прикладного отделения. И вот нынче ребята решили попробовать по ледовым скульптурам. Они работают на малых формах, они косторезы. И вот нынче я представляю 2 команды. Команда девочек и команда мальчишек. Да? Вот, они выступают на взрослой группе. Ребята представляют работу девочки, делают девочку и 12-рогий олень. У ребят, мальчиков, композиция называется «Кошки-мышки». И вот они сами выбирали эти композиции или же вы им в этом помогали? Нет, заранее ребята эскизные варианты делали сами, я немножко корректировал только. Здесь по льду, когда работаем, большую грубую обработку, можно сказать, электропилой и большими стамесками помогает
как говорится, руководитель, а остальное уже дети делают сами. Здесь для участников созданы все условия. Допустим, сейчас мы стоим рядом с балаганом, в котором участники в любой момент могут погреться. Здесь для них всегда есть горячий кофе или чай по их желанию. Также здесь стоит машинка для оттачивания своих инструментов. А также вот в том здании участники могут 2 раза в день. Для них организовывается полдник и обед, поскольку конкурс проходит с 10 утра и до 6 вечера. Как я и сказал, сегодня завершится конкурс по созданию ледовых скульптур, и завтра они начнут создавать уже снежные скульптуры. Сам конкурс завершится послезавтра. Василий, к этому часу у меня вся информация. Юрий, спасибо за информацию. Ну а мы переходим к обзору спортивных мероприятий. Церемония зажжения Олимпийского огня в Греции состоится, несмотря на коронавирус. Однако будут приняты меры для недопущения распространения болезни. Например, организаторы церемонии сократят количество аккредитаций для журналистов, а генеральная репетиция мероприятия пройдет без зрителей. Церемония зажжения Олимпийского огня игр в Токио должна состояться 12 марта в древней Олимпии на полуострове Пелопоннес. В Амстердаме же прошла жеребьевка группового этапа футбольной лиги наций сезона 2020-2021. Результаты узнаем у Власия Сергеева. Власий, с кем выступит российская команда в одной группе? Василий, здравствуй. Российские футболисты выступят в группе 3 дивизиона «Б» вместе с командами Сербии, Турции и Венгрии. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Сборная России по футболу узнала своих соперников по групповому этапу Лиги наций сезона 2020-2021. По итогам жеребьевки, которая прошла этой ночью в Амстердаме, россияне попали в группу 3 дивизиона «Б», где сыграют с командами Сербии, Турции и Венгрии. Матчи предварительной стадии турнира пройдут с сентября по ноябрь 2020 года. Отмечу, что на этом турнире будут разыграны 2 путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в 2022 году. В первой игре группового этапа подопечные Станислава Черчесова встретится с сербскими футболистами. Встреча пройдет 3 сентября. Челси обыграл Ливерпуль в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе Стэмфорд-Бридж и завершилась со счетом 2-0. Авторами забитых мячей стали Виллиан и Росс Баркли. Ливерпуль потерпел второе поражение к ряду. Ранее команда в рамках 28-го тура чемпионата Англии со счетом 3-0 проиграла Уотфорду, тем самым прервав беспроигрышную серию в лиге, которая составила 44 встречи. Челси и Ливерпуль встретились в Кубке Англии 11-й раз. Теперь в активе лондонцев 7 побед против 4 у мерсисайдцев. Теперь соперник Челси по четвертьфиналу турнира станет известен позднее по итогам жеребьевки. Центровой подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Дэвин Букер признан самым ценным игроком февраля единой лиги ВТБ. Американский баскетболист в минувшем месяце одержал 3 победы в 3 встречах. В среднем он набирал 23,7 очка, совершал 6,7 подбора и 1,3 передач. Средний показатель эффективности 29-летнего центр-форварда в феврале составил 25,7 балла. Его «Химки» возглавляют таблицу лиги, одержав 17 побед в 18 матчах. Победная серия подмосковного клуба в данный момент составляет 6 игр. В следующем туре «Химки» на своей площадке сыграют с саратовским «Автодором». Встреча пройдет 9 марта. Заброшенная шайба Владислава Наместникова помогла Колорадо выиграть у Детройта в выездной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе победителей помимо российского нападающего взятие ворот провел Логан О'Коннор. Единственную шайбу хозяев льда забросил Энтони Манта. Для Наместникова эта шайба стала первой после перехода в Колорадо из Оттавы в конце февраля. Теперь на его счету 1 гол и 1 ассист в 4 матчах в новой команде. Колорадо занимает второе место в таблице центрального дивизиона, набрав 87 очков. Детройт идет на последней позиции, имея в активе 35 пунктов. Санкт-Петербургский СКА на своем льду со счетом 4-3 одержал победу над подольским «Витязем» во втором матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. У хозяев льда отличились Сергей Плотников, Евгений Кетов, Василий Подколзин и Йонас Кемпайнен. У проигравших дубль оформил Квинтон Хауден, еще одну шайбу забросил Алексей Макеев. В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой 2 встречи, в которых одержали по 1 победе. Счет серии до 4 побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 5 марта в Подольске.
Тренерский штаб мужской сборной России по боксу объявил состав команды на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио. В европейской квалификации Россию представят следующие спортсмены. В весовой категории до 52 килограммов выступит Расул Салиев, в весе до 57 Альберт Батыргазиев. В категории до 63 сразится Габил Мамедов. Андрей Занковой поборется за путевку в весе до 69 килограммов. В весе до 75 выступит Глеб Бакши, а среди спортсменов весовой категории до 81 килограмма на ринг выйдет Имам Хатаев. В весе до 91 килограмма Россию представит Муслим Гаджимагомедов. В самой тяжелой весовой категории выступит Иван Верясов. Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Лондоне с 14 по 23 марта. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Василий, тебе слово. Обзор спортивных событий для нас провел мой коллега Власий Сергеев. Ну а тем временем в столице Якутии готовятся принять участников 6-го международного якутского кинофестиваля. До старта грандиозного события этой весны осталось чуть больше недели, а пока организаторы готовят программу фестиваля. Какой она будет и что увидят жители и гости столицы, узнаем в материале Дмитрия Тымырова. Список желающих принять участие на 6-м международном якутском кинофестивале было внушительным. Было подано более 900 заявок из 40 стран мира. В основной конкурс у нас вошли 8 картин, в документальный конкурс 7 картин. Будет работать профессиональное жюри. Жюри основного конкурса возглавит известный российский кинорежиссер Борис Хлебников. Также в составе жюри будут работать актрисы Мария Шалаева, Виктория Толстоганова. От Якутии в составе жюри будут работать Эдуард Новиков, Максим Арбугаев. Якутскую киноиндустрию представит работа кинорежиссера Ивана Кривогорницына «Ганнибал» – документальный фильм о жизни музыканта. Мой фильм «Ганнибал», он достаточно известный. Фильм получил и международные призы, и российские на кинофестивалях. Фильм был сделан, выпущен 2 года назад. Снимал я 5 лет. Фильм «Ганнибал» о известном якутском рок-музыканте Гавриле Кольцеве. Ганнибал, его прозвище. Он из села Майя. И в этом фильме рассказывается о его судьбе, как он жил, как живет и вообще чем дышит современный старейший рок-музыкант. Помимо 2 конкурсных программ, организаторы фестиваля приготовили насыщенную программу. Так впервые планируют провести интенсивный курс по гриму. Мастер-класс покажет Елена Баховская, которая работала над такими фильмами, как «Экипаж», «Легенды 17», «Бригада» и другие. Кроме этого, мы уже анонсировали, у нас сейчас идет отборочный период. Это мастер-класс для детей в возрасте 8-11 лет по анимационному кино. Приезжают педагоги из анимационной студии из Санкт-Петербурга, которые в течение недели будут рисовать мультфильм, и который мы увидим на закрытии кинофестиваля 22 марта. Также будут лекции известного кинокритика Антона Долина, творческая встреча с кинорежиссером Александром Сакуровым, с актером Юрием Колокольниковым, который сыграл в фильме «Игра престолов». Также организаторы отметили, что в рамках кинофестиваля в деловой программе пройдет презентация нового мультимедийного оборудования для показа кино. В этом году делаем презентацию совместно якутско-японской разработки. Это новый кинопроектор, который обеспечит нам доступ к кино наших сельских жителей. Во многих населенных пунктах нашей республики мы планируем осуществлять кинопоказ с помощью новой техники, которую мы делаем. Такие современные мультимедийные оборудования получат уже в этом году 120 населенных пунктов. Ну еще какие фишки и какие проекты будут показаны на 6-м международном кинофестивале, организаторы раскрывать не стали, дабы этот фестиваль обещает быть запоминающимся. Ну а пока ждем и считаем дни до старта кинофестиваля, который пройдет в столице республики с 18 по 22 марта. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. 6-й Якутский международный кинофестиваль.
И в завершении коротко о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане сегодня минус 13, ветер 3 метра в секунду и переменная облачность. В Ленске немного теплее, минус 10, ветер дует со скоростью 3 метра в секунду и облачно. Минус 11 в столице Алмазного края, соседнем городе Мирном, облачно, ветер 2 метра в секунду. В Нерюнгри столбики термометров остановились на отметке в минус 14 градусов. Облачность переменная, ветер 3 метра в секунду, давление 697 миллиметров ртутного столба. И холоднее всего в столице региона, городе Якутске, минус 21 градус, ветер слабый 1 метр в секунду, облачность переменная и без осадков. Ну а к этому часу у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в следующих эфирах новостей.